еда недопереварилась, да, вот у нас любят много мяса есть, запивают это минералкой, минералка нейтрализует желудочный сок, значит, не может переварить мясо, мясо гниет, и вот эти продукты гниения будут всасываться. Естественно, нет ни культуры питья, ни культуры питания у нас. В мире уже миллиард человек страдает практически сахарным диабетом, поэтому важно следить за питанием, потому что многие болезни в корне своем имеют неправильный нутриентный состав, так скажем. Например, те же самые простые углеводы. Сейчас мы боремся, то есть мы, врачи, боремся с такой проблемой, как хроническое низкоуровневое воспаление. Это такой ласковый убийца, то есть когда острое воспаление, ты можешь что-то увидеть, у тебя что-то где-то болит, а хроническое низкоуровневое воспаление, оно не болит, ты не знаешь о нем вообще. Просто можешь, и человек, он же такой, он ко всему привыкает. И вот какая-то хроническая усталость небольшая, человек это списывает на работу, на стресс и так далее, а у него просто в целом в организме идет воспаление. И, конечно же, те же самые простые углеводы, с которыми мы сейчас активно боремся, они будут причиной. Если все убрать вокруг, то и заболевания. Глобальная проблема — иммунитет нашего ребенка. Всегда спрашивают, есть ли какая-то таблеточка, чтобы повысить наш иммунитет. А по сути, чтобы повысить иммунитет, это должен быть режим дня и правильное питание. Поэтому если будет правильное питание у мамы, изначально еще когда она планировала ребенка и когда она кормит грудью, будет правильное питание у ребенка, от этого будет развиваться лучший иммунитет ребенка и само развитие ребенка. Как доктор сказал, те же ЗПР, да, идут у нас за счет того, что идет проблема нарушения работы кишечника. И поэтому именно работа желудочно-кишечного тракта, это, наверное, как мы говорим, основной орган иммунной системы – это тимус и костный мозг, но на самом деле, наверное, это работа желудочно-кишечного тракта. Да? Поэтому это очень важно, чтобы был режим дня у ребенка и правильное, рационально сбалансированное питание. Это имеет свое место, имеет свою нишу. И, естественно, мы должны назначать этот препараты, наши пробиотики, в то время, когда нужно. Пробиотики можно применять после антибиотикотерапии для восстановления микрофлоры кишечника. В составе имеют пребиотик, пробиотик, а также витамины. Да? Пробиотики Gold, они назначаются для восстановления, кроме того, что для восстановления микрофлоры кишечника, также для укрепления иммунитета, а также при астенических синдромах. Пробиотики АТП, они также назначаются за счет состава, да? Также при аллергических реакциях и кожных заболеваниях. Есть полезные бактерии.